трех татами спорткомплекса. Лидерство сильнейшего спорят порядка 400 лучших дзюдоистов в 10 весовых категориях, как из числа представителей регионов России, так и команд из зарубежья. В этом году соревнования по дзюдо среди юношей проходят уже в 3-й раз. Наши спортсмены настроены решительно и намерены пополнить свои копилки наградами этого турнира. Один из таких, Джабраил Албагачиев, выбравший для себя гибкий путь к успеху, показал свою ловкость и упорство, завоевав тем самым выход в следующий круг турнира. Мы с тренером отрабатывали прием бычок, и у меня это прием сделать, все получилось. Я там досрочно победил. И в первой схватке у меня не засчитали прием через голову. Но это была оценка, но они не засчитали. Я там его подсекал, и у меня этот захват получилось взять, и все. Я его зацепил, и все, пошел. В турнире, кроме хозяев соревнований, принимают участие дзюдоисты из Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев, а также гости из Азербайджана. Юные спортсмены в упорном противостоянии демонстрируют качественную борьбу. Каждый пытается применить в схватке все свои навыки и мастерство на арене, которое может стать их отправной точкой в мир большого спорта. Несмотря на свой юный возраст, они не уступают по накалу взрослым, они борются, желание выиграть огромное. Даже видно потому, когда проигрывают, слезы. Неприятно видеть слезы детей, но тем не менее это выдает то, что они хотят бороться, хотят выиграть. И надеюсь, в дальнейшем отсюда, с этого турнира, выйдет не один чемпион мира, чемпион Европы и Олимпийских игр. В рамках турнира зрителей ожидает не только зрелищная борьба, но и розыгрыш ценных призов. Для победителей и призеров организаторы подготовили медали, грамоты и кубки. Хотя самый значимый подарок для юных дзюдоистов – это бесценный опыт, приобретенный на подобных представительных турнирах. Магомед Алгатов, борющийся за клуб Магомеда Парчиева в весовой категории 42 килограмма, продемонстрировал прекрасную технику, тактические приемы и красивые броски. Все это не оставляло равнодушными зрителей в течение всего поединка. Соперник был хороший, он тоже хотел досрочно победить, но я поймал момент и сделал бросок. Турнир на Кубок Дворца спорта МАГАС стал уже ежегодной ареной, на которую приезжают представители команд из регионов России и стран СНГ. Организаторы ставят задачи популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, укрепление дружеских связей со спортсменами из городов нашей страны и ближнего зарубежья и, конечно, обогащение спортивного мастерства наших борцов. Из важнейших целей это повышение навыков, мастерства наших юных дзюдоистов. Юноши в данном случае в этом турнире участвуют 6, 7, 8, 9 года. Это ребята, которые только должны нарабатывать свои навыки и мастерство. И вот у них есть прекрасная возможность в таком большом зале себя показать, проявить. Поклонников этого восточного единоборства впереди ждет финал турнира и второй день соревнований, в котором право сильнейшего будут оспаривать юноши 2008-2009 годов рождения. Харон Аздоев, Магомед Белакиев, Новости 24.